кто был главарем, исполнителем и наборщиком. С правой стороны у вас для решения табличка. Это не уголовный розыск и не школа для сотрудников полиции, а внеурочное занятие по математике, где типичные темы обычного урока превращаются в занятную игру. Через следственный эксперимент опознание личности, детектор лжи старшеклассники Сыктывкарской 26-й школы решают непростые задания. Заодно вспоминают пройденные темы по школьной программе, такие как сумма углов треугольника или дробь, у которой числитель меньше знаменателя. Надежда Кузеванова, математик с 24-летним стажем из Сосногорской кадетской школы, не случайно выбрала для своего занятия формат детективного агентства. Потому что когда я сама училась в школе, и приходя со школы, было такое время, что все время смотрели вот эти вот Шерлока Холмса, мисс Марпл. И это сейчас затягивало. И когда я со своими детьми провела опрос, смотрят ли они какие-нибудь детективы, они сказали, конечно, мы смотрим, и назвали такие известные, как вот «След». Они вот смотрят, он ежедневно идет. Ну и я решила, думаю, раз это мне близко, и детям это тоже интересно, я решила провести такую игру, связанную, вот, поставленную на детективном агентстве. Кстати, внеурочное занятие – совершенно новое испытание в конкурсе «Учитель года». Это не урок, и поле для фантазии учительской безгранично. Оно должно быть организовано во внеурочных формах. Это беседа, это диалог, это игра, это олимпиада, да, это занятие в кружковой форме действительно. Да, то есть когда, естественно, они проходят в рамках программы, да, то есть программа курса внеурочной деятельности, она может быть как по предмету, так может быть и не по предметам. Например, кружок там, музейный, да, исторический какой-то кружок, это, возможно, военно-патриотический кружок, то есть это тоже все внеурочная деятельность. А это уже конкурсный урок – путешествие на космическом корабле в галактике русского языка. В роли космонавтов третьеклассники Эжвинской 30-й школы. Тема – изменение глаголов по числам. Впрочем, вроде бы и легкий, но вот подать его, чтобы ребенок понял, проблематично, говорит учитель из Печоры Валентина Красикова. Во время подготовки пришлось продумывать каждый момент, как активизировать, мотивировать детей, какие технологии и методы приемов выбрать. Нужно было правильно выбрать задание, то есть чтобы все подходило по возрасту, правильно поставить на нужное место, в нужный момент, чтобы ребенок именно усвоил это знание, да, не просто пролетело мимо него, да, то есть, и чтобы он его применил потом. Да, то есть это тяжелый труд. Еще одну конкурсантку из Выльгарта, Татьяну Млечко, мы застали за подготовкой к уроку. Тоже учитель начальных классов раскладывала на столе наглядное пособие. Интерактивная доска уже готова к работе. Без современных технологий урок не урок, считает Татьяна Ивановна. Ее самое любимое – развитие критического мышления. Дети прекрасно знают такие понятия, как инсерт, кластер, фишбоун. Но все же рецепт суперучителя не в методиках. Брать харизмой. То есть учитель должен сам гореть и зажигать детей. Собственно, такой момент члены жюри тоже будут учитывать. В этом году критериальный лист судей большой. Умение представить занятия, цели, задачи, результаты, коммуникативные качества. Впервые участники конкурса после испытания проходят через самоанализ, то есть оценивают сами себя, что получилось, что нет. Кто из них будет достоин называться лучшим, будет известно в пятницу на церемонии закрытия республиканского этапа. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.